Первым почетным гостем Кыргызстана в этом году стал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Визит высокого ранга прошел согласно всем требованиям протокола. Глава Таджикистана прибыл в госрезиденцию Ынтымак-Ордо в сопровождении конной кавалерии. Далее традиционно состоялись церемонии официальной встречи и фотографирование Садыра Джапарова и Эмомали Рахмона. Развитие дружественных и добрососедских отношений с Республикой Таджикистан является одним из ключевых приоритетов внешней политики Кыргызской Республики. Наши народы связывают многовековые узы дружбы и добрососедства. Мы настроены и далее укреплять эти связи. Уважаемый Эмомали Шарипович, еще раз рад приветствовать вас в Бишкеке. Лидеры двух стран обсудили все вопросы сотрудничества. Президент Садыр Джапаров отметил, что партнерство с соседним Таджикистаном является одним из ключевых приоритетов внешней политики нашей страны. Наши страны связаны древней историей, традициями и культурой. Мы имеем схожие позиции по основным актуальным региональным и международным вопросам. Все это создает прочную основу для дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества. Глава соседней страны поблагодарил кыргызскую сторону за теплый прием и гостеприимство. Он отметил важность сотрудничества с Кыргызстаном и подчеркнул, что нас с таджиками связывают узы дружбы. Прежде всего, хотел бы выразить вам, уважаемый Садыр Нургожевич, искреннюю признательность за теплое гостеприимство и радушие. Наши народы связывают многовековые узы дружбы и добрососедства. Мы настроены и далее укреплять эти связи. Кыргызстан и Таджикистан планируют довести взаимный товарооборот до $500 миллионов к 2030 году. Сейчас сумма взаимной торговли весьма маленькая, чуть больше $9 миллионов. Получается, стороны должны будут увеличить ее в 55 раз. Мы подтверждаем, что будут приняты комплексные меры для поступательного развития взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах. В этих целях будет в полной мере использован потенциал Межгосударственного координационного совета, правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы и Совета министров иностранных дел. Экономическому прорыву во взаимной торговле между странами быть. Для этого Межправкомиссия по комплексному рассмотрению вопросов двустороннего сотрудничества была преобразована в Кыргызско-таджикский межправительственный совет. Совет будут возглавлять премьер-министры двух стран. Условились, что его первое заседание пройдет в самое ближайшее время. Дали поручение профильным министерствам и ведомствам принять необходимые меры для расширения объемов товарооборота и выработки новых подходов к увеличению номенклатуры взаимно поставляемых товаров. Дипломатия взяла верх. Кыргызстан и Таджикистан открывают новую главу в двусторонних отношениях. Главным событием государственного визита президента Эмомали Рахмона стало окончательное решение пограничного вопроса. Лидеры сошлись во мнении, что это судьбоносное решение, которое укрепит наши кыргызско-таджикские отношения. В ходе госвизита был подписан договор между Кыргызской республикой и Республикой Таджикистан о государственной границе. Отметили историческую значимость подписанного в рамках государственного визита договора между Кыргызской республикой и Республикой Таджикистан о государственной границе. Заявили, что отныне и навсегда кыргызско-таджикская государственная граница останется границей вечной дружбы двух братских стран и народов.
Президенты Кыргызстана и Таджикистана решили вопрос границы навсегда. Положен конец всем спорам, поставлена точка, учтены интересы обеих сторон, подчеркнули главы государств. С подписанием сегодня договора о таджикско-кыргызской границе мы с уважаемым Садыром Нургожоевичем договорились в скором времени заключить договор между Республикой Таджикистан, Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о точке стыка государственных границ. Этот документ мы планируем подписать в рамках предстоящего в древнем городе Куджан празднования Международного дня Навруз. Уважаемые дамы и господа, начинается церемония возобновления функционирования отдельных пунктов пропусков на кыргызско-таджикской государственной границе. Теперь кыргызско-таджикская граница останется границей вечной дружбы двух братских стран и народов. В ходе визита лидеры Садыр Джапаров и Эмомали Рахмон в онлайн-формате дали старт возобновлению работы пропускных пунктов Кызылбель и Кайрагач. КПП Кайрагач и Кызылбель были закрыты почти 4 года, и возобновление их работы поспособствует развитию торговли, экономического сотрудничества и дружественных связей между народами двух стран. Мы провели церемонию открытия в режиме онлайн двух пунктов пропуска Кайрагач и Кызылбель. Отметили, что в предстоящий период будут приняты необходимые меры для качественного развития торгово-экономического сотрудничества путем эффективного использования экономического потенциала двух стран в целях обеспечения прорыва в этом направлении. Здесь же я хотел бы с удовлетворением отметить возобновление авиаперевозок и надеюсь, что скоро также возобновятся автобусные маршруты и наши граждане начнут общаться друг с другом. Решив вопрос границы, Кыргызстан и Таджикистан доказали миру, что мы уважаем закон и порядок. Мы показали, что Кыргызстан строит мосты, а не стены. Сегодня наша политика основана на уважении, доверии и добрососедстве. Мы укрепляем дружбу, расширяем партнерство и создаем прочные союзы. Ведь только вместе можно достичь настоящего процветания. Как отметил глава государства, у Кыргызстана нет врагов. У нас есть друзья-партнеры. Именно эти принципы ведут нас вперед к миру и стабильности. Уверен, что наши усилия принесут пользу не только нашим странам, но и всему региону. У Кыргызстана нет врагов, есть друзья, партнеры, союзники и вечные добрые соседи. Хочу выразить уверенность в том, что сегодняшняя встреча станет очередным важным шагом на пути к дальнейшему укреплению добрососедских отношений, развитию взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных инициатив, направленных на благо наших народов. В рамках госвизита лидера Таджикистана стороны подписали солидный пакет документов, согласно которым теперь Кыргызстан и Таджикистан построят и будут совместно использовать автомобильные дороги. Тесно сотрудничать будут в сфере сельского хозяйства, ветеринарной части. Будут развивать энергоэффективные и зеленые технологии, градостроительство, промышленность, а также изучать новые технологии. В сфере обеспечения сейсмостойкости, развития энергоэффективных и зеленых технологий. И председатель комитета по делам молодежи. Была подписана программа сотрудничества в сфере молодежной политики и в сфере физической культуры и спорта на 2025-2027 годы. Двухлетний план для сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах подписали Чоңалайский район Орской области и Лахчский район Таджикистана. Архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской республики Орунтаев Нурдан Кемелович.
Бишкек и Душанбе установили побратимские отношения, а Ошская область и Горно-Бадахшанская автономная область подписали программу сотрудничества в торгово-экономической и культурной сферах на 2025-2030 годы. Соседние государства теперь будут тесно работать в таможенной сфере, в области надзора, в сфере противодействия легализации доходов и не только. Одним словом, все подписанные документы направлены для расширения партнерства. Самое главное, мы сняли самый проблемный вопрос – это решение пограничных вопросов. Как вы сегодня стали свидетелями, подписан договор о государственной границе между Кыргызской республикой и Республикой Таджикистан. Данный вопрос мы вели уже 3,5 года межправительственная комиссия, и результатов достигли на взаимно выгодной основе. Поэтому сегодняшний договор на днях пойдет на ратификацию Джорка Генеш. После этого будет обмен ратификационными грамотами. Президент Садыр Джапаров отметил, что важно укреплять доверие между народами. В этом особую роль играют совместные культурные мероприятия. В этом направлении главы Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана будут праздновать Норуз вместе в городе Худжанд 31 марта. Особую роль здесь играют совместные культурные мероприятия, способствующие укреплению добрососедских отношений. В этом контексте я хочу отметить значимость предстоящего празднования Ноуруза в городе Худжанд 31 марта текущего года. Пользуясь случаем, выражаю вам благодарность за приглашение и подтверждаю свое участие. В рамках визита Эмомали Рахмон пригласил президента Садыра Джапарова посетить Таджикистан с ответным визитом. В целом, результаты сегодняшних переговоров позволяют соседним государствам с оптимизмом смотреть на развитие отношений. Таким образом, государственный визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Кыргызстан стал плодотворным и значимым. Достигнутые соглашения открывают новую страницу в наших двусторонних отношениях. Теперь Кыргызстан и Таджикистан будут использовать весь имеющийся потенциал максимально для развития наших отношений. Ахнур Нурдинова, Асхар Маратов, ЛТР, Бишкек.